Ассаляму алейкум. Добро пожаловать в Рубаху. Мы очень рады вас видеть. Когда мы бываем в гостях у наших подопечных, они всегда так очень положительно, очень так приятно отзываются о Рубахе, поэтому мы думали, мы обязательно должны к вам прийти, посмотреть, что у вас тут такое, чтобы мы были ближе друг к другу. Да, конечно. Наша организация уже 5 лет. Она была организована 29 августа 2017 года как инклюзивная площадка для того, чтобы здесь встретились ребята с ограниченными возможностями здоровья и без ограничений по здоровью. Она изначально задумалась как арт-кластер, то есть территория для творческого развития, для профессионального развития, для того, чтобы ребята с ограниченной возможностью здоровья могли социализироваться в наше здоровое общество. Они занимаются спортом, танцами, Интересно. поют, получают какие-то тренинги. Рамиль Хамзович даже посетил нас своим присутствием, нас порадовал. Мы являемся поставщиками социальных услуг от Министерства социальной защиты. Мы проводим на основе этого курса занятия. Это у нас сенсорно-динамический дом совы, который направлен на развитие крупной моторики. Курсы в основном направлены на социализацию, поэтому у нас нет, перед нами не стоит задача их Лечить. Да, лечить, медицинскую реабилитацию проводить. То есть мы ставим перед собой задачу именно социализации. Почему? То есть общение просто. Общение, да, развитие. У нас есть центр реабилитации «Хлас». И такая мечта была, мы хотим на улице сделать такие большие качели для колясочников, чтобы они могли туда заехать и могли так кататься. То есть, да, вот мы планируем уже весной их устанавливать, поэтому, может быть, мы будем каким-то там, скажем, продолжением вашей деятельности. Недавно встречалась с одной женщиной, которая по неосторожности себе кисть отрубила. Я, говорит, 3 года не знала, чем себя занять, то есть оставшись без кисти. Потом в какой-то момент я себя собрала, я начала учиться работать левой рукой и поняла, что у меня не ограничены возможности здоровья, они другие. Вот. Да, мы никогда не станем такие, прежними или такими же, как здоровые люди, да, но все-таки речь идет о физическом здоровье. Но то, что открываются именно другие возможности, я в этом полностью согласна. Да. Даже без громкой рекламы Рубаха каждый месяц практически пополняется новыми людьми, очень потому хорошо, что они видят наших ребят где-то на сцене, они видят, как вы говорите, да, просто встречаются с ними там на какой-то площадке. Они приходят и говорят, мы хотим так же, как он. Очень хорошо, очень хорошо. Идею вообще придумал бывший наш глава Айдар Раисович Медшин. Идея пришла тогда, когда ребята обратились к нему за помощью, так как все этапы они прошли обучение, то есть дошкольное образование, школьное, профессиональное, и дальше они перестали быть востребованными. Им некуда было прийти, им нечем было заняться. Так появилась Рубаха. Откуда такое название? Название идет, так скажем, переделанная поговорка «С миру по нитке, парни Рубаха», да, у нас называется. А наша концепция – это «С миру по нитке, городу Рубаха». В обществе вообще существует очень много клише, да, что там они не могут, не знают, еще что-то. Как-то у нас был курс полностью из незрячих ребят. И мы были удивлены, насколько хорошо владеют, допустим, эти ребята глиной. Намного лучше, чем зрячие, намного лучше, чем те, которые с сохранным интеллектом. То есть просто на ощущениях одних там были такие великолепные работы. А сегодня мне очень приятно, что мы, нашли, или точнее пришли к тому, вот со Сурашкиным, да, что они не ограниченные возможности у них. То есть люди с неограниченными возможностями, это такая очень хорошая формулировка, мы будем сейчас теперь ее использовать, потому что действительно вы человек, который рядом с ними каждый день,
вы понимаете, что их возможности не ограничены. Да, они действительно безграничны, но мы рады еще тому, что они не только таланты раскрывают, они находят своих друзей. Да, Рубаха принадлежит городу Нижнекамску. Все, что здесь вы видите, это помощь благотворителей, это гранты, помощь горожан. На данный момент мы являемся поставщиками социальных услуг от Министерства социальной защиты, и у нас на регулярной основе проходят реабилитационные курсы, где ребята с удовольствием занимаются несколькими направлениями, получают занятия от специалистов, такие как танцы, вокал, глинотерапия, творчество, дыхательные практики, ЛФК, психологические тренинги. Также они получают занятия с логопедом, с психологом, помощь специалиста по оздоровлению, это светолечение, дарсанваль, массаж. Мы идем в ногу со временем, так как грантовая история сейчас получила такую популяризацию, да, в нашей стране. На нашей площадке проходит реализация различных грантов. В данный момент у нас идут занятия в инклюзивно-танцевальной школе, где ребята с удовольствием занимаются танцами. Это реализация гранта благотворительного фонда «Татнефть», да, чему мы очень благодарны, так как «Татнефть» — та компания, которая поддерживает нас с первых дней нашего существования. Сейчас, когда некоммерческий сектор активно развивается, количество грантов, к счастью, увеличилось. Грантодатели только рады тому, что активность среди различных слоев населения такая высокая. И мы сейчас работаем в основном по запросу. Если 3 года уже мы реализовывали танцевальный грант, то в этом году ребята начали активно интересоваться вокалом, игрой на музыкальных инструментах, и в этом году мы приступаем как раз к работе в этом направлении. Я пришла к маме, у которой сыну 29 лет, и он все это время лежачий. То есть, и вот только в 29 лет социальная защита узнала о том, что есть вот такой ребенок. То есть ни пособия они не получали, никакой помощи. То есть есть еще такие семьи, которые... Вот нам надо дойти до каждой этой семьи, дойти до каждого нуждающегося во внимании человека. Мы еще будем создавать семьи Аллаберса. И будут дети еще. И эти дети, воспитываясь в семье вот с такими детьми, они же тоже воспитываются. Идея есть такая — открытие рубахи на природе, потому что многие из них живут круглый год в городских условиях, не имея физической возможности даже выбраться, так как колясочники у нас относятся к маломобильной группе населения. Ну и мы рады, да, что город тоже нас активно поддерживает, то есть мы благодарны и администрации нашего города, и управлению культуры, которые выпускают наших ребят на большую сцену. А для них это, естественно, одна из, так скажем, побед, которые они, я думаю, заслужили по-настоящему. Мы встречались, значит, с разными, скажем так, людьми, с разной судьбой, да, и сегодня вот мы такое правило вывели, что действительно не всегда человек с виду телом здоровый, да, он может быть здоров душой. Не всегда человек, у которого вроде бы все в порядке, да, может намного слабее человека, который в коляске. Человек, который незрячий, видит больше, чем зрячий. Я понял то, что еще раз доказал себе, то, что Всевышний, если испытывает кого-то чем-то, он возвращает еще больше чем-то. Просто надо это увидеть, понять и стать счастливее. Да, есть куда расти. Мы открыты для предложений, так как Рубаха является вообще открытой площадкой. Мы открыты для предложений
от предпринимателей, от благотворителей, от других некоммерческих организаций. То есть можно реализовывать совместные проекты, будучи партнерами. И я думаю, что есть куда расти нам всем, и хорошо было бы, если бы мы помогали друг другу в этом. Аллаха шукр говорим, слава Богу, чтобы дальше вот так вот быть вместе, чтобы мы могли быть полезными друг другу, и чтобы мы были ближе друг к другу. Рубаха — это то место, где каждый может стать ближе друг к другу.